Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. Водителя Рено с признаками сильнейшего алкогольного опьянения задержали автоинспекторы на улице Айдарова в Казани, рядом с детской больницей. Именно туда, по словам 53-летнего водителя, он и направлялся, хотел отвезти дочери фруктов. К слову, живет он прямо напротив лечебного учреждения. То, что время на часах было уже совсем неприемное, его не смутило. В больницу мужчина, конечно же, поехал, только не в детскую, а для взрослых в наркологическое отделение проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Не пил ничего сегодня? Вообще близко нет. Я не пил, я просто рядом находился. Он уверял, что не пил и за рулем не сидел. Правда, в показаниях немного путался. Состояние давало о себе знать. Вы сначала позвоните. Кому? Да не важно кому. Я просто хочу человека определить, того, который непосредственно сейчас вам позвонит, и вам все раз раскинет. Мужчина уверял, что управлял автомобилем некий человек, который до сих пор сидит в машине. А за рулем кто был? Не я был. Меня девушка привезла на своей машине. Моя машина там расположена, а мне девушка ждет. Но ни автоинспекторы, ни понятые там никого так и не увидели. Ехать, говорит мужчина, надо было срочно. Ждал очень близкий человек. Я подъехал к тому, что непосредственно дочери непосредственно привезти гостинцы. Гостинцы привезти. Непосредственно мандарины, апельсины. Все. Не знаю, откуда взялись вот эти сотрудники ДПС, я не знаю, кто это. Когда мужчина стал понимать, что простыми разговорами все не ограничится и отпускать его никто не собирается, то стал принимать попытки уйти. Причем, не стесняясь в выражениях, сообщал, что обо всем этом думает. Вы еще не знаете, как связались? Сиди, Маша. Убери руки. Спокойно посиди. Сейчас процедуру проведем. Какую? Я сейчас скажу, позвоню. Сейчас подойдешь, освидетельствуй права. Сядьте в машину. Машину посиди. Слушай, ты рудишки свои убери. Я имею право к своей машине. Сейчас Да подойдешь. убери, сказал. Сидите спокойно. Убери свои. Сидите спокойно. Сейчас разберемся, Убери дальше свои поедете. кегли. Я имею право к своей машине подойти. Я стоял рядом. Ты что, что ли? Менты, убери руки. Автоинспекторы предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения. Он согласился, но все равно вел себя буйно. Сейчас временно отстраняем вас от управления. Это С какого времени? Я за рулем не был. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своих близких родственников и круг лиц, которые определены федеральным законом. И статья 25.1 КоАП РФ. Ты что мне жуешь? Я за рулем не был. Сотрудникам ГИБДД ничего не оставалось, как надеть на мужчину наручники и продолжать процедуру уже на улице. Там ничего не покажет. Он был уверен, что уложатся существующие нормы, и показания алкотестера не превысят максимально допустимых по закону значений. Для верности дул в трубку алкотестера меньше секунды, но этого прибору хватило, чтобы установить состояние опьянения. Обхватывайте губами и дуйте, пока не скажет стоп. Составил 1,012 миллиграмм на литр. ПНТ. Не пили вы? Нет, не пил. Результатом согласны? Продоли 1,012 продоли. Согласны? Сколько должно быть? 0,160. А все, не хватает? С нормами мужчина знаком. Около 10 лет назад его уже лишали водительских прав. Когда он понял, что его результат в 6 с лишним раз больше максимально допустимой нормы, с результатом он не согласился и пожелал поехать в больницу на медицинское освидетельствование. Правда, там от процедуры отказался. И сейчас ему предстоит ответить за отказ от освидетельствования. За это предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции его доставили в отдел. Статья предусматривает до 15 суток административного ареста. Там же в отношении него возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Ирина Васильева, Альбина Минаева. Вызов 112.
Нетрезвый водитель «Лады», не имеющий водительского удостоверения, при заезде в местный проезд на проспекте Амирхана протаранил припаркованную у края проезжей части «Инфинити», отчего иномарку отбросило на стоящий сзади кроссовер. «Лада» же, зацепив забор, поехала дальше. Молодой человек хотел скрыться, но это у него не получилось. Задержать его помогли очевидцы, ведь ДТП произошло рядом с местом жительства водителя. Автоинспекторам он рассказал, что машину взял у друга просто покататься. Я пока что не понимаю, куда я вообще во что влез. Но походу я влез нормально. Он ничего не скрывал, сразу признался, именно он управлял «Ладой» и врезался в препятствие. Поворот не писался, газ, тормоз. Короче, первый раз на машину сел. Ничего себе, права есть? Нет, просто выпил. Машина, говорит, также не его. «Лада» принадлежит его знакомому. Машина товарища, не друга. Нет. Товарищ. Я говорю, включи зажигание. Он говорит, да. Я прокачусь. И все. Поехал, в забор вырулился. Так что не фартануло, не повезло. Понятно. Так успех ушел. Да. «Ладу» помогли задержать очевидцы. Тут же подъехали и автоинспекторы. Помимо забора водитель задел припаркованную у края проезжей части «Инфинити». От удара легковушку отбросило назад на кроссовер «Джили». Его владелец вышел на звук сработавшей сигнализации. Хозяин «Инфинити» узнал о произошедшем куда позже. Машина стояла, да, не тронулись туда, ударили. Я подъехал только с работы. И они рассыпнули, что. Стоячего, раз газ тормозом, видать, выехать хотел. Газ тормозом перепутал, сказал. И вот задел машину и в забор влетел. Вот здесь на повороте. Хотел просто тронуться. Не тронуться, а лужу объехать. Серьезно, так и вышло. Я лужу объехал, поехал в поворот и не вписался, и все, день-денечно. И все, и здесь потом. ПС подъехала, и они прям с места уехали. И погоня была. По району, 2 часа, сказал сейчас человек, 2 часа они тут крутились. Водитель уверяет, скрываться не хотел, ехал домой. От стресса захотелось выпить чашку чая. Да нет, я бежал, вот дом, вот второй подъезд, сразу здесь живу. Хотел просто чай попить, стресс снять. Первый раз сел, первый раз сел за руль, и сразу же ДТП. Один из товарищей молодого человека сознался. Автомобиль на самом деле его, хоть по документам и оформлен на другого человека. Я купил-продажу не делал машину моя, я хотел там помучиться с ней. Просто не успел. Сам он признался, что его уже лишали водительских прав. Даже не раз. Если выяснится, что «Лада» действительно принадлежит этому молодому человеку, то срок лишения, вероятно, продлится еще 1.5 года. А водителя доставили в отдел полиции. За езду в состоянии опьянения без прав административный кодекс предусматривает арест на срок от 10 до 15 суток. Штраф в 30 тысяч накладывают, если арестовать человека по каким-либо причинам нельзя. Возмещать весь причиненный ущерб, скорее всего, в конечном итоге придется ему самому. Рания Абдрахманова, Альбина Минаева. Вызов 112. 48-летнюю заведующую одним из детских садов Альметьевска задержали по подозрению в служебном подлоге. Как установили сотрудники подразделения экономической безопасности, женщина на протяжении 5 лет с 2017 по 2022 годы включала в табеле учета рабочего времени сведения о 6 сотрудницах, которыми якобы были выполнены работы по дополнительным ставкам. Деньги впоследствии забирала себе. В общей сложности, по мнению полицейских, она потратила на личные нужды 674 тысячи рублей. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело сразу по 2 статьям. Это мошенничество и служебный подлог. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, лишение свободы на срок до 6 лет. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.